Это вечерние новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Режим ограничительных мер из-за коронавируса в Якутии продлен до 24 июля. Кинотеатры, рестораны и другие развлекательные заведения пока работать не будут. Как идет расследование по факту загрязнения реки Чурман? Материал наших коллег из Нерюнгри. Национальный художественный музей запускает мультимедийный гид с дополненной реальностью. Как воспользоваться новой опцией? Режим ограничительных мер из-за коронавируса в Якутии продлен до 24 июля. Указ об этом подписал глава региона Айсен Николаев. По данным регионального оперштаба, за последние сутки в республике выявили 72 новых случая COVID-19. 35 заболевших в Якутске, 24 в Томодском психоневрологическом интернате, по 4 инфицированных в Ленском и Мирнинском районах, 2 в Томодском районе и по одному заболевшему в Верхоянском, Чурапчинском и Нерюнгринском районах. За сутки выздоровели 115 человек, 2 пациента с коронавирусной инфекцией скончались. Во-первых, у нас остаются обязательства следующего характера. Для всех граждан республики соблюдение масочного режима. Для граждан, которые непосредственно страдают хроническими заболеваниями и имеют возраст старше 65 лет, сохраняется режим самоизоляции. А это значит покидание места жительства при определенного рода ограничительных позициях. Это прежде всего и маски, и менее время тогда, когда мало народу, и, соответственно, использование всех наших служб без контактной доставки. Я хочу выразить благодарность гражданам, которых старше 65 лет, и те, которые у нас болеют хроническими заболеваниями, которые у нас находятся сегодня дома. Я им очень благодарна за ту дисциплину, которую они проявляют и дают возможность сегодня и нашим медикам все-таки работать более равномерно. И, конечно, они прилагают все усилия для того, чтобы спасать жизни, в том числе и лиц старшего поколения, которые попадают в наши больницы. К сожалению, у нас и за прошедшие сутки зарегистрировано 2 летальных случая. Из тех ограничений, которые сохранились, я хочу обратить внимание на ограничения, связанные с тем, что 14-дневная изоляция при въезде в республику осталась лишь только для вахтовых и для сезонных работников. Для граждан непосредственно республики, прибывающих, соответственно, и прибывающих в гости, вообще в целом в республику, этой 14-дневной изоляции уже нет. Но это не значит, что необходимо, слишком расширять свои контакты, а все-таки круг контактов должен быть ограничен. У нас остаются неразрешенными спортивные массовые мероприятия, большие культурные мероприятия. И, как вы знаете, в том же режиме закрытые от спортзалов до больших предприятий общественного питания. Первая группа добровольцев, испытавших на себе вакцину от коронавируса, выписана из госпиталя Бурденко. Напомню, что клинические испытания вакцины от COVID-19 проводит Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея. Как пояснили в военном ведомстве, перед выпиской 18 добровольцев прошли контрольное обследование и сдали анализы для исследования выработки иммунного ответа. В Минобороны также уточнили, что вакцина безопасна и хорошо переносится. Напомню, что 30 июня министр обороны страны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершатся до конца июля. Переходим к другим темам. Строительство моста через реку Лену завершится на год раньше, в 2024 году. В ходе рабочей поездки в Москву глава Якутии Айсен Николаев встретился с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным, где они обсудили строительство Ленского моста. Перенос сроков завершения строительства и изменения финансовой модели проекта не приведут к увеличению доли федерального финансирования. В настоящее время Якутск и часть Якутии, расположенная на левом берегу реки Лены, не имеют круглогодичной наземной транспортной связи с остальной Россией. По словам Айсена Николаева, это является одним из сдерживающих факторов развития экономики республики.
Также глава Якутии в ходе своей рабочей поездки в Москву встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихом. Главной темой обсуждения стала транспортная доступность региона. В частности, обсуждался вопрос об изменении маршрута прохождения федеральной автомобильной дороги А-331. Глава республики предложил рассмотреть южный вариант трассировки строительства автомобильной дороги Вилюй по маршруту Мирный, Ленск, Витим, Непа, Верхнемарково. Такие изменения позволят обеспечить максимальный охват более 10 населенных пунктов республики. С точки зрения социального и экономического развития территории это является весомым аргументом в пользу изменения маршрута, отметил глава региона. Еще один важный вопрос, который обсудили на встрече, это развитие авиасообщения на Дальнем Востоке. Сейчас эксперты активно обсуждают создание Дальневосточного авиационного альянса заинтересованных компаний региона. Айсен Николаев подчеркнул, что авиакомпании Якутии готовы войти в альянс и с учетом опыта могут стать опорными на Дальнем Востоке по эксплуатации отечественных машин. Концентрация оксида углерода в воздухе в Якутске превысила норму. Это 5,3 миллиграмма на кубический метр. Это данные замеров Роспотребнадзора на 13 часов. При этом превышение предельно допустимой концентрации других вредных веществ не зафиксировано. Исследования продолжаются. Ранее мы сообщали, что задымленность в Якутске связана с 3 лесными пожарами, действующими в окрестностях города. По последним данным авиалесоохраны, в Якутии бушует 106 природных пожаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. За сутки возникло 29 пожаров, 18 удалось потушить. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Тампонского и Ивано-Бытантайского районов, где зарегистрировано 67 очагов природных пожаров. Проводится непрерывный мониторинг задымленности населенных пунктов в Республике Саха-Якутия. В связи с действующими природными пожарами в заречных, центральных районах и в городском округе город Якутск наблюдается незначительное задымление в столице республики и в населенных пунктах заречной группы районов. По информации Якутского управления гидрометеослужбы, уровень предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не превышен. Исследования продолжаются. Между тем, в Усть-Алданском районе тушат лесной пожар в 5 километрах от Батагая. Угрозы перехода пожара на населенный пункт нет. В качестве естественных преград на северо-западной стороне деревни находится озеро Булун. Искусственные преграды с восточной и южной стороны – минерализированная полоса. Ее протяженность 1,5 километра. На тушение привлечены необходимые силы и средства. В Нерюнгринском районе с 1 июля действует особый противопожарный режим. Надзорные органы проводят постоянные рейды в лесных массивах для недопущения возгораний и раннего обнаружения очагов. Также ведется постоянный космический мониторинг термоточек. На сегодняшний день их более 40. Чульманское авиаотделение ведет авиамониторинг охраняемой территории лесного фонда, а Нерюнгринский филиал Якутлесресурса патрулирует наземную зону охраны лесов. В соответствии с введением особого противопожарного режима запрещается в лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, садовых огороднических товариществах и объединениях проведение пожароопасных работ, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытового мусора, проведение работ по топке кухонных очагов, использование мангалов. Вводится ограничение пребывания граждан в лесах. Трагический случай произошел в Чурапчинском районе, где от удара молнии погиб молодой артист театра оперы и балета Якутии. И этот случай не единственный. В конце мая в Усть-Алданском районе от удара молнии погиб мужчина 89-го года рождения. Как показывает статистика, более половины жертв грозы – это мужчины, 70% от общего числа. Сергей Михедов расскажет, как не стать жертвой разгула стихии. Осторожно, гроза! В столице региона ощутимый запах дыма от лесных пожаров. Причиной возгораний в лесу зачастую становится удар молнии. Жаркая погода способствует резкому образованию сухих гроз. Чем опасна молния и как обезопасить себя от смертельного удара, расскажем прямо сейчас. Сам по себе разряд молнии – это электрический взрыв, в некоторых аспектах похожий на детонацию взрывчатого вещества. Он вызывает появление ударной волны, опасной в непосредственной близости.
Средняя длина молнии 2,5 километра, а ее температура 30 тысяч градусов по Цельсию. Чтобы понять, на каком расстоянии разразилась гроза, считайте время между вспышками молнии и раскатами грома. Если после вспышки гремит спустя 3 секунды, молния в километре от вас. 2 секунды между вспышкой и раскатом грома, значит, между вами и молнией примерно 600 метров. Ну а если вспыхнула и прогремела практически сразу, спустя секунду, то вы в опасной близости к молнии, на расстоянии всего 300 метров. Как обезопасить себя от грозы на открытой местности? Самое важное – не приближаться к одиноко стоящим объектам, таким как дерево или сток сена, ближе, чем на 200 метров. В грозу не стоит идти в полный рост, а лучше сесть как можно ниже. Если вы оказались на возвышенности, то необходимо спуститься с нее. Еще одно явление в грозу – это шаровая молния. Выглядит она как светящийся и плавающий в воздухе сгусток электрических разрядов. Если заметите такой, то ни в коем случае не двигайтесь и не убегайте. Шаровую молнию может повлечь за вами потоком воздуха. Оставайтесь на месте, и молния исчезнет через 1,5-2 минуты. Также держитесь подальше от проводки и электроприборов. Если гроза началась поблизости от вас во время купания в водоеме, то как можно скорее выйдите из воды. Не прячьтесь на берегу или под деревьями. Лучше уйти от водоема не менее чем на 100 метров, ведь вода, как известно, прекрасный проводник электричества. Также молнию может притянуть мокрая одежда, мобильный телефон, велосипед или мотоцикл, зонт, металлический инструмент или связка ключей. На время грозы не пользуйтесь перечисленными выше предметами. Как вести себя в лесу во время грозы? Нужно встать на безопасном расстоянии от деревьев, примерно 4-5 метров. А если придется прятаться, то лучше выбрать низкое дерево или кустарник, залезть под него и сидеть в позе эмбриона, пока не распогодится. В какие деревья чаще всего бьет молния? Абсолютный лидер – это дуб. По статистике, более половины ударов молнии приходится в это могучее дерево. На втором месте тополь – 24% от общего числа попаданий. Менее подвержены ударам молнии ель, сосна, липа, бук и акация. Но это не значит, что находиться рядом с этими деревьями безопасно. Нельзя и разводить костер, дым притягивает разряды. Следуйте этим простым рекомендациям во время грозы, и наверняка вам удастся перенести непогоду без серьезных последствий для здоровья. И помните, поговорка «молния не ударяет в одно место 2 раза» неверна. Это явление природы опасно всегда. Берегите себя. Факт загрязнения реки Чульман в Нерюнгринском районе всколыхнул общественность. Наша съемочная группа узнала, как ведется расследование по факту загрязнения. Все без того знают, что угольная промышленность оказывает большое воздействие на гидросферу, а именно изменяет водный режим территорий, загрязняются грунтовые и сточные воды. Но ущерб, нанесенный окружающей среде, в этом году не сравнить с предыдущими. Если прошлогоднее загрязнение размывало через пару сотен метров, то в этом растянулось на километры. Нерюнгринцы по данному поводу высказывают свое негодование. На основании поступившей информации прокуратурой 14 июля 2020 года организована выездная проверка с привлечением специалистов Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора. В целях проверки данной информации на место происшествия были направлены госинспекторы Нерюнгринского комитета, возбуждено административное расследование. В ходе обследования с акватории реки Чульман отобраны пробы, также и на ручье Дежневка. По результатам выездной проверки факт загрязнения водоема установлен визуально, а также зафиксирован видеосъемкой. Специалистами Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора с применением специальных технических средств осуществлен забор проб воды на наличие угольной взвеси, которые направлены на проведение экспертизы в специализированную лабораторию города Якутска. Сегодня инспекторы Нерюнгринского комитета совместно с прокуратурой Нерюнгринского района с участием представителей Рыбнадзора проведут дополнительные мероприятия с целью установления виновных лиц в загрязнении реки. По результатам экспертизы проб воды будет решен вопрос об ответственности виновных лиц и взыскании причиненного ущерба. Стоит напомнить, одной из важнейших групп конституционных прав человека является группа экологических прав, выражающаяся в праве на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри.
С сегодняшнего дня в Мирном в привычном режиме заработали летние кафе и детские аттракционы. Правда, с рядом ограничений. Заказы только на вынос и ежечасной дезинфекции помещений. Тему продолжит Анна Брянская. Заказать свежий холодный мохито, салат и просто посидеть в любимом кафе уже могут москвичи. 2 июля в стране сняли ряд ограничений и разрешили открыть летние кафе и террасы. В алмазной столице таких заведений немного, но уже и они приступили к работе. Этот синий шатер установили еще в конце мая. Владельцы уже тогда надеялись, что смогут этим летом обслуживать своих посетителей. Кафе работает уже 2 недели, правда, в не очень привычном для себя режиме. Работать здесь начали со 2 июля, однако заказать еду можно пока только на вынос. В ряду с салфетками и зубочистками стоят маленькие санитайзеры. По всему периметру развешаны объявления о масочном режиме. Несколько столиков поставили, но посетителей не принимают. Вместо этого наносят разметку для дистанции между покупателями, которых ждут с 15 июля. Именно тогда в Якутии летним кафе разрешают работать в привычном формате. Мы работаем на вынос. Пока с поводом пандемии нам не разрешают, чтобы люди сидели за столиками, но надеемся, когда-нибудь в скором времени снимутся все ограничения, и наши люди будут отдыхать в полном объеме, как раньше. Теперь это неотъемлемая часть сервиса любого заведения, но даже такое количество ограничений не останавливает мирнинцев побаловать себя, к примеру, шашлыком. Рады, что кафе открылись, теперь уже шашлык купить? Ну, мы впервые туда зашли, ну а так рады, да. Часто ходите шашлык берете? Ну, время от времени. Абсолютно не хожу. Некогда нам в кафе в летнее ходить. А вот детей кафе и рестораны интересуют мало. Они уже спешат к аттракционам. Возле батутов очереди не кончаются. Надувные развлечения установили тоже в начале июля. Правда, социальную дистанцию здесь держать сложно. Ограничения действуют, не более 5 человек заходят на батут. Обязательный масочный режим. Если у детей нету маски, дети могут приобрести, родители детей могут приобрести в кафе по 30 рублей маску. Запускаем их на 20 минут на батут. После 20 минут они выходят, обрабатываем ручки. Порадовать себя и детей теперь можно и сладкой ватой с попкорном. Ларьки тоже уже заработали. Правда, также с соблюдением масочного режима. Анна Брянская, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Но с завтрашнего дня все выставки Национального художественного музея Якутии станут доступны для посетителей. Из нового музей запускает мультимедийный гид с дополненной реальностью. Как воспользоваться этой опцией в материале Дмитрия Тымырова. Национальный художественный музей Якутии вошел в список учреждений культуры, где с этого года будет реализован проект цифровой платформы «Артефакт» в рамках национального проекта «Культура». На самом деле большой конкурс был пройден нами. Всего 78 музеев России вошло в этот проект «Артефакт». Хотя по нацпроекту «Культура» Министерство Российской Федерации в будущем каждый музей войдет на цифровую платформу «Артефакт». Мы пионеры, мы первые в республике, и это очень большое достижение для нашего музея. Для старта проекта под цифровую платформу попали 38 экспозиций музея, и они сегодня уже доступны в формате дополненной реальности. Для того, чтобы посмотреть экспозиции в таком формате, вам необходимо для начала скачать приложение «Артефакт», который доступен на операционных системах Android и iOS. То есть, простыми словами, посетители музея, уже пользуясь своим смартфоном, должны навести камеру телефона и распознать действующий QR-код, и тогда он будет выводить информацию на смартфон. Далее уже с помощью приложения они могут выбрать либо звуковое сопровождение экспозиции, или же текстовый вариант. Все это своими глазами, а также другие экспозиции музея будут открыты и доступны для гостей и жителей столицы уже с 16 июля. Дело в том, что галерея зарубежного искусства имени профессора Габышева закрыта на реставрацию, и все произведения западноевропейского искусства и Востока привезены в основное здание. И мы приглашаем жителей и гостей Якутска в основное здание на выставку «От Ренессанса
докатиться до романтизма. Отметим, что проект «Артефакт» – это своеобразный мост между традиционными формами представления художественного наследия и требованиями сегодняшнего дня. Способствует развитию художественного образования и эстетического воспитания музейной аудитории, приобщения жителей Якутии к культуре и искусству. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.